mit seiner Exzellenz Herrn Japarov, Präsident der Kirgisischen Republik. Уважаемые главы государств, уважаемая госпожа Класс Мюльхойзер, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить признательность Восточному комитету германской экономики за организацию сегодняшней встречи с участием глав государств Центральной Азии и ведущих германских компаний. Данная встреча свидетельствует о растущем интересе германского бизнеса к развитию торгово-экономической кооперации между нашими странами. Центральная Азия является динамично развивающимся регионом, который подкрепляется устойчивым экономическим ростом, новыми возможностями для развития. Наш регион богат полезными ископаемыми, водно-энергетическими ресурсами, а также главным богатством стран, квалифицированным, высокообразованным, мобильным человеческим капиталом. Многие из вас уже имеют солидный и успешный опыт работы в Центральной Азии. Вы хорошо знаете наши возможности и перспективы. В этой связи считаю, что наша встреча положит начало новому этапу торгово-экономического взаимодействия. Уважаемые участники встречи, Кыргызская республика приветствует и всецело поддерживает новый формат сотрудничества Центральная Азия-Германия. Это первый в своем роде механизм диалога и тесного взаимодействия с государством-членом и локомотивом экономики Европейского Союза Германией. Мы считаем, что обозначенный формат должен стать эффективным и надежным проводником сотрудничества во всех сферах и придать дополнительный импульс развитию нашим странам. Сегодня здесь собрались представители крупнейших германских компаний, и я считаю, что это прекрасная возможность заслушать актуальную информацию, получить ответы на многие вопросы, а также предложения, по которым мы можем начать сотрудничество. Центральная Азия, будучи на перекрестке Европы и Восточной Азии, имеет огромный потенциал в торговой, логистической и транспортной сферах. Как известно, через страны Центральной Азии и Кыргызстан проходил Великий Шелковый путь, который являлся важной цепочкой в мировой торговле. Сегодня эта транспортная артерия переживает свое второе возрождение. Более того, Кыргызстан, занимая выгодное географическое положение на торговых путях, является важным мостом, который соединяет Восток и Запад. Осознавая необходимость расширения торгово-логистических связей, мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Твердо уверен, что успешная реализация данного мегапроекта в значительной степени повысит торгово-экономический и транзитный потенциал Центральной Азии. Приглашаю германских предпринимателей принять участие в реконструкции и строительстве новых транспортно-логистических узлов не только в Кыргызской республике, но и в регионе в целом. Другим перспективным направлением, на мой взгляд, могла бы стать сотрудничество по созданию лаборатории по сертификации сельскохозяйственной продукции, внедрению новейших технологий, а также добыче и переработке редкоземельных элементов на территории Кыргызской республики. Уважаемые дамы и господа, наша страна обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, в частности, огромными ресурсами пресной воды, содержащимися в обширных ледниках, реках и озерах. В Кыргызстане имеется свыше 3500 водотоков различной протяженности, в том числе 30 крупных рек, где формируется свыше 40% водных ресурсов всего региона. В настоящее время в Кыргызстане ведется строительство 51 малых и средних КЭС, 16 солнечных и ветряных электростанций разной мощности. В том числе ведется активная работа по масштабному проекту строительства гидроэлектростанции Камбарата-1 с проектной мощностью в 1860 мегаватт. Уважаемые дамы и господа, в 2022 году Кыргызстан, так же, как и другие страны Центральной Азии,
отметил свой 30-летний юбилей установления дипломатических отношений с Германией. За прошедший период между странами накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. В 2012 году Кыргызстан в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Германии. Сегодня граждане 61 страны могут въезжать к нам без получения визы. Полагаем, что настало время для введения упрощенных визовых процедур и для граждан Кыргызстана. Рассчитываем, что Германия будет способствовать началу этого процесса. Необходимо создать условия упрощенного передвижения не только товаров, капитала, услуг, но и человеческих ресурсов между странами. Также нам необходимо стимулировать и поддерживать наши авиакомпании в открытии и расширении регулярных прямых авиасообщений между странами. Уважаемые главы государств, уважаемые участники встречи, призываю германские деловые круги рассматривать Кыргызскую республику как надежного делового партнера. Я приглашаю вас к активному сотрудничеству и совместной реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов. Хочу обратить ваше внимание, что права и безопасность иностранных инвесторов взяты под мой особый контроль. У нас действует либеральная законодательная база в отношении защиты прав и интересов инвесторов. Кыргызстан в настоящее время заключил 33 соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, в том числе с 10 государствами Европы. Инвесторам, осуществляющим вложение капитала в приоритетные отрасли экономики, представляются отдельные льготы и преференции. Упрощенная система налогообложения. Сегодня в составе нашей делегации присутствуют руководители профильных органов по инвестициям и экономике. При необходимости они готовы ответить на все интересующие вас вопросы. Благодарю за внимание.